Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что очень хорошее и очень доброе случится с вами вскоре. Загадайте, пожалуйста, на хорошее и доброе и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по секретному то, что сейчас это скрыто, то, о чем же вам лучше всего знать. Так, что хорошее и доброе? Ну, здесь вам кто-то в чувствах признается. Здесь человек откроет для вас свое огромное, большое сердце. Признаться в чувствах. Чувства могут быть не только, что вот я тебя люблю, хочу и прочее, прочее. Здесь также может быть как признание в том, что вы стали для человека как сын, либо как дочь, как брат, как сестра. Да? Вот доброта, любовь, нежность — это вам откроют. Здесь такой разговор классный произойдет. Теплый, добрый и очень-очень позитивный. Когда энергетика разговора, она заряжает добротой, позитивом, улучшает настроение и еще и окрыляет. Просто замечательно. Ну, а кому-то из девчонок мужчина признается в любви. Причем вот прям по-настоящему, по-взрослому так и скажет: я тебя люблю. Ты мое все. Да? Я без тебя просто не существую. Здесь невероятные ощущения, да, невероятные впечатления после этого признания идут. Очень замечательный момент. Так, еще лисе хвост оторвали. Ну, это хитрость. Кто-то очень хитренький лишится своего хвоста, да, лишится своего достоинства. Человека могут обнаружить, раскрыть, призвать к ответу. Для вас это положительный момент, для вас это очень яркий момент. Ведь вы-то знали, что это человек лиса. Да? Вы, возможно, пальцем указывали, вы, возможно, об этом говорили, и говорили не единожды. Но люди либо игнорировали, либо не воспринимали всерьез. А тут, смотрите, и прям хвост оторвут. Но видите как. Пришел тот час, когда придется платить по счетам этой лисе. Да? И опять же, у вас авторитет вырастет, потому что люди так подумают, репы свои почешут и скажут: ну да, она же нас предупреждала, она же об этом говорила, а мы вот не слушали ее. Да, еще кто-то извинится, скажет: ой, что мы такие глупые, тебя не слушали. Ну, в любом случае, да, будет то, что будет, лисе хвост оторвут. И вам от этого будет приятно. Так, еще я вижу какое-то приглашение на какой-то вечер, мероприятие, как там, день рождения, свадьба Кристины. Вы очень долго ждали и очень сильно расстраивались, что вас не зовут. Но вот как в последний момент, да, в последний момент это произойдет. И вас пригласят именно лично, и там даже просьба будет озвучена, что пожалуйста, приходи, либо если ты не придешь, то мероприятие не состоится. Прям уговаривать вас будут. Слушайте, ну здесь потешится ваше самолюбие, это первый момент. И второй момент, вы в очередной раз убедитесь, что вы окружены очень хорошими людьми, которые к вам очень по-доброму и тепло относятся. А это очень приятно. Так, здесь я вижу кого-то с молотом в руках. Ну, когда кто-то появляется с молотом в руках, это верный знак того, что будет работа. Возможно, это ваш близкий человек обретает молот, да, инструмент обретает для того, чтобы им бить, работать, денежку ковать. А возможно, это ремонт, который вам необходим. Ну, нужно что-то починить, поремонтировать, да, и тогда этот знак говорит о том, что вы найдете прекрасного мастера, замечательного специалиста, который вам сделает, ну, просто красиво, надежно на века. Хороший человек идет, прекрасная работа, а если ваш близкий найдет работу, то человека будут очень ценить, хвалить и уважать на его новом рабочем месте. И работа будет в удовольствии. И действительно по такому молоту будет приносить очень хорошие деньги. Да, это не миллионы, да, это не миллиарды, но это достойная оплата труда, которая
устроит и вас, и этого человека, и, в принципе, всех устроит. Хороший момент, добрый момент. И еще какая-то женщина будет перед вами извиняться, кланяться, извиняться, как-то вести себя неудобно. Ей неудобно, она через себя переступает, просит у вас прощения, перед вами извиняется, в общем, как-то пытается заслужить ваше прощение, либо чтобы вы ее к себе подпустили. Сразу скажу, что у нее там все 50 на 50. С одной стороны, да, вы ей очень нужны, и да, она просит у вас прощения, но все равно у нее там что-то темненькое на душе остается. Что порадует вас? Да то, что она при свидетелях будет просить у вас прощения, что она при ком-то будет перед вами кланяться. Это вас порадует. Я не вижу, чтобы она честно просила прощения, и не вижу, чтобы вы ее от всей души простили. Все равно между вами что-то останется. Такое, знаете, барьер, да, защитный барьер между вами останется. Но, тем не менее, отношения, потеплеют, наверное, да, потеплеют, либо возобновятся. Так, еще с волосами что-то будет происходить. Тут гребень вышел. Стричься, краситься, уход за волосами. Не знаю, хороший специалист попадется, прекрасный мастер, либо очень красиво вам сделают, да. Вас это очень порадует. Прям собой любоваться будете. Красиво, это красиво. Так, мужчина с женщиной обнялись и куда-то направляются. Какая-то прогулка, либо вместе куда-то пойти, там по магазинчикам пройтись, что-то прикупить, просто пойти погулять, либо вместе куда-то поехать. Здесь очень хорошая прогулка, либо хороший поход, не знаю, поход по магазинам. Мужчина будет стараться ничем вас не расстроить. И еще у кого-то отыграет, что мужчина значительную сумму потратит на вас, либо на общие покупки, да, если для дома что-то покупаете. То есть жадничать он не будет. И не будет капризничать. Будет с вами ходить там, где надо, там, где скажете, куда поведете. И вам мило улыбаться. Носить ваши сумочки, пакетики, что там у вас там будет, да. Будет мило вам улыбаться. Мужчина порадует, его поведение порадует, его отношения порадуют. Может быть, он вам что-то задолжал, да, либо перед вами проштрафился, но будет исправляться, точно будет исправляться. Так, еще очень хорошая. Кого-то на работе будут хвалить, расхваливать и какие-то перспективы перед вами рисовать. Это, конечно, плюс, но это пока только лишь рисунки, да, это всего лишь слова. Девушки, да и мужчины, кто меня смотрит, кто столкнется с такой ситуацией, вы там сильно не стесняйтесь и попросите конкретики, да. Если вам предлагают какие-то перспективы, вы так и скажете: а давайте-ка мы с вами подпишем документ, чтобы это не забылось, да, не затерялось, и чтобы ваше обещание 100% гарантированно исполнилось. Да. Не бойтесь об этом говорить. Человек, который будет вас хвалить, будет вами впечатлен, будет на таком позитиве, подпишет вам что угодно, да, на что угодно согласится. Если вы хотите чего-то большего, масштабного, тоже смело об этом говорить. Поверьте, все, что попросите, будет вам дано. Так, и еще какая-то случайная встреча меняет все, да, либо повлияет на все. Вас о чем-то предупредят, либо вам что-то посоветуют, либо какую-то наводочку дадут, либо наоборот, да, так и скажут: туда не ходи, иди в обратную сторону. Случайно. Может быть, человек, которого вы знаете, но особо близко не общаетесь. Может, совершенно незнакомый человек вам это посоветует, скажет. Но это будет вовремя, и это будет действительно плюсом для вас. Послушав этого человека и сделав ровно так, как вам сказали, вы не только не потеряете, но и в чем-то очень сильно выиграете. Да, вот случайная встреча, случайный разговор решает все, причем с плюсом для вас. Так, еще находку вижу. Находка. Кто-то найдет какую-то свою любимую вещь, которую вы считали потерянной, а кто-то просто на улице будет идти и что-то найдет. Эта вещь идет именно к вам. Это ваша вещь, и вы должны эту вещь как-то пользовать, да, пользовать на свое усмотрение. Мне вообще идет, что это что-то связанное с украшениями.
украшение, да. Оно чистое, и оно именно вот как находка, кстати, из находок самые лучшие обереги получаются. Вот, так что можете смело брать. Ну, конечно, лучше там на солью 3 дня подержать, либо соляной водой помыть, да, свяченую воду с четверговой солью смешивайте и промывайте. Но мне вещь идет очень такая теплая и положительная. Так, а здесь человек, который на длинных ногах пытается сделать решительный шаг. Человек как будто бы откуда-то хочет приехать, уехать, я не знаю, вернуться. Здесь пока только разговоры будут, разговоры о его длинных ногах, ну, как ему этот шаг сделать. Но разговоры уже впечатляющие и уже очень положительно отыгрываются и на вас, и на этом человеке. Так, лопата, которая перевернулась. Время, когда вам не нужно будет тяжело работать, да, лопатить этот объем работы. Лопата перевернута в положении вот отдыха стоит. Да, то есть возможность отдохнуть, выдохнуть и как-то физически разгрузиться. Какая-то тяжесть уйдет из вашей жизни. Так, еще вы радость получите от какого-то общения, но общение мне больше идет как в интернете, по проводам общения. Но здесь больше что-то развлекательное, либо какие-то сплетни, шутки, прибаутки. Интересненько, но это пока только в интернете. Так не идет. И в самом венце здесь готовьтесь к тому, что придут новости о жизни какого-то человека. Вы эти новости воспринимаете как этот сериал по телевизору. Вам будут рассказывать о человеке, о его приключениях, о его злоключениях, потому что, да, там не приключения, там злоключения. Скорее всего, это кто-то из бывших, бывший, который сейчас живет не солено хлебавшись, да, очень тяжело живет. И каждый день это какая-то трагедия. Вам кто-то будет рассказывать во всех подробностях, в ярких красках о том, что там с этим человеком происходит. Вы будете сидеть и слушать и думать: ага, все-таки справедливость существует. Вот получай, да, получай, что заслужил, что заслужила. Вас порадует и насмешит эта информация, да, эта история. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание, берегите себя, и пусть только хорошее и только доброе приходит в вашу жизнь, а все плохое и неприятное обходит вас стороной. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.